Все эти ребята преследуют одну цель – получить качественное образование. В этом им поможет их второй дом – школа, которая в День знаний приняла своих первых учеников. Строительство было начато в 2022 году по нацпроекту образования, завершено в 2023. Здесь обучается около 500 учеников, 60 из которых первоклассники. Строительство образовательного учреждения было крайне необходимо. В старой второй школе ребята обучались в 3 смены. Она была очень перегружена. На 320 посадочных мест обучались учащиеся 860. С учетом того, чтобы разгрузить вот эту школу, они построили 7-ю школу Икажевскую. По акту оттуда перешли к нам 315 учащихся. Остальные учащиеся перешли с разных школ, с других. Специалисты сделали все возможное, чтобы дети могли обучаться в максимально комфортных условиях. И сейчас они уже сидят за партами в своих новых классах. Мне очень нравится эта школа, она большая, светлая. Тут проводятся разные мероприятия, хорошие учителя. Я хочу здесь доучиться до 11 класса. Мне здесь очень нравится. Очень нравится, что попала в эту школу. Она намного просторнее, и мне тут очень комфортно. Я подружился со своими одноклассниками еще в первый день. Очень добрый учитель. В образовательном учреждении 3 этажа. Обучаются здесь ребята с 1 по 9 классы. Но в этом году набор провели и в 10. Всего 38 учебных кабинетов. Не забывают и о здоровье учеников. Оборудованы медкабинеты. Также большая столовая, в которой воспитанники могут насладиться вкусным и горячим обедом. Разные печенье, фрукты, حكيتي أهتو بجا نو كرت حياة شكولي أبردوني جادك الحمد لله بيشكيش يينش جادك هم يشمالر. Помимо самой необходимой мебели, также были закуплены интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки. А для всестороннего развития ребят практически каждый класс оснащен новейшей техникой, например, по трудовой деятельности. В школе для этих занятий предусмотрено 2 кабинета. Для мальчиков и девочек. Каждый занимается в своей группе. У нас есть швейные машинки, машинка оверлок, а также у нас есть машинка швейно-вышивальная. У нас есть 2 гладильные доски, утюги, а также манекены. А вот на уроке труда для мальчиков предусмотрено совершенно иное оборудование. Токарный станок для обработки заготовок из металла и древесины, станок вертикального сверления, точильный и необходимые инструменты для ручной обработки по дереву. Для работы на таком оборудовании необходимо соблюдать технику безопасности. Для этого на занятиях предусмотрены защитные костюмы. Для духовного просвещения школьников немалую роль играет досуг. Сейчас они смогут проводить и смотреть праздничные мероприятия в красивом и просторном актовом зале. А для развития выносливости и навыка участия в командных играх спортивный зал со всем необходимым инвентарем. Мячи, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, кольца для баскетбола, футбольные ворота, брусья, турники, канаты, гимнастические брусья. Для начальных классов предусмотрели полные комплекты демонстрационно-учебных пособий. Это игровые наборы по различным предметам, развивающие боксы и мини-лабораторные. В общем, в учреждении есть все, чтобы ребята смогли с интересом грызть гранит науки, под приятным впечатлением и весь преподавательский состав. У нас новое оборудовано всем необходимым. Весь преподавательский состав очень доволен, как и я сама, так как здесь комфортные условия для обучения и для работы, для учителей, как и для учеников. На возведение этой школы из федерального бюджета было выделено 600 миллионов рублей. Ребятам, в свою очередь, осталось прилежно учиться и вырасти достойными жителями своей республики. Мадина Цора, Султан Вулгучев. Новости 24.